В первый же день в Центральную избирательную комиссию по выборам Башкана Гагаузии стали поступать подписные листы от претендентов на пост главы автономии. В этот же день в порядке очередности документы были сданы и от кандидатов. За день нам подало 8 кандидатов. Это Стайногла Александр, Янеогла Валерий, Дудогла Николай, Горизан Олег, Влах Ирина, Бузаджи Сергей, Кайкы Олег и Гарбалы Руслан. Согласно разработанному положению, поступившие подписные листы являются основанием для установления очередности порядкового номера, под которым будет значиться претендент в избирательном бюллетене. Данная очередность выявляется на основании жеребьевки. Мы со своей стороны Центральной избирательной комиссии обеспечили прозрачность, открытость данного процесса. Плюс мы руководствуемся Кодексом о выборах Республики Молдова, где, в принципе, и оговорена эта процедура. Потому что в нашем законе выбора главы Гагаузии не было данной нормы, поэтому мы применили аналогию. Еще один немаловажный вопрос, который рассмотрели члены Центральной избирательной комиссии на прошедшем заседании, это голосование наших соотечественников, находящихся за рубежом, на что председатель ЦИК Гагаузии ответил. Наш закон, которым мы руководствуемся, выбора главы Гагаузии, там нет таких норм. Не прописано о том, что избирательные участки могут открываться за рубежом. Если опять же применять аналогию, в Кодексе о выборах Республики Молдова запрещено открытие избирательных участков за рубежом. Разрешено лишь для парламентских выборов и референдумов, а по местным выборам запрещено. Поэтому, соответственно, мы сегодня не можем такое решение принять и пойти против закона. Таким образом, первый же день в ЦИК Гагаузии сдали подписные листы 8 кандидатов на пост главы автономии из 14 ранее заявленных.